Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова речь пойдет о крымских чингине, этнической группе, которая частично вошла в состав крымско-татарского народа, сохранив при этом отдельность. Вы узнаете, какими путями и в какие периоды они пришли в Крым, как складывались их отношения с крымскими татарами, какие профессиональные занятия были характерны для разных групп чингине и как их судьба сложилась в 20 веке. Почему я говорю о двух народах? Потому что общее самоназвание цыган-ромы и, собственно говоря, насколько я понимаю, они появляются на территории Российской империи после того, как Крымское ханство было разгромлено, его территория попала под власть России, и проходили дальнейшие боевые действия. В частности, не случайно Пушкин в свое время писал: «Цыгане шумной толпой по Бессарабии кочуют». Но во времена Пушкина Бессарабия была территория, которая, где-то 30, 40, 50 лет назад еще была частью Крымского ханства или Османской империи. Они продвигались в направлении Крыма и России с Балканского полуострова. Но когда мы разбираем историю Чингине, к сожалению, письменных источников очень мало, но по некоторым преданиям получается так, что разные группы тех, кого позже стали называть Чингине, крымские татары, появлялись в период нескольких веков, на протяжении нескольких веков в Крыму, причем с разных сторон. Значительная часть вошла в Крым, имеется в виду не только на полуостров, но на территорию Крымского ханства, через Северное Причерноморье и даже проследовала на Кубани и осела там. Часть попала на полуостров, но есть и также воспоминания, что какие-то предания, что они пересекали пролив со стороны Керчи. И поэтому они довольно сильно этнически, культурно до поры до времени отличались друг от друга. Причем настолько, что некоторые наблюдатели замечают, что они даже долгое время не смешивались между собой, не женились друг на друге и так далее. Отношение к Чингине в Крымском ханстве было куда более терпимое и спокойное, чем во многих европейских государствах и где-либо по миру. И поэтому совместное проживание в Крымском ханстве с крымскими татарами и другими этносами, которые формировали крымско-татарский народ, очень сильно сказалось на укладе, на поведении, на традициях, на обычаях Чингине. И, опять-таки, сейчас трудно сказать, откуда кто взялся, но там было 4, так сказать, слоя или класса, группы, у которых было у каждого свое профессиональное занятие. Это куимджилар, алтынжилар, то есть ювелиры, которые в некоторых городах целые кварталы там составляли, в частности, в Бахчисарае, и делали изделия из драгоценных металлов, но по некоторым сведениям запрещалось использовать драгоценные камни, только полудрагоценные, поэтому самые дорогие изделия они не делали. Делали из золота, серебра и меди. Другая категория была гурбет. Гурбет, вообще-то говоря, означает, насколько я знаю, это заимствование из персидского языка, в крымско-татарском это слово тоже есть. Оно вообще-то означает изгнание и изгнанник. Но гурбетами больше называли Чингине в Карасу-базаре. Причем там было еще 2 таких названия. Это Караман и, как неудивительно, Туркмен. То есть было этническое название Туркмен, было вот такое социальное название изгнанник. А Караман, тут тоже сложная история. В Турции современной, в Османской империи, есть город Караман, ближе к Средиземному морю. И у меня есть друг, который себя называет Тайфа. Это другое название для цыган в крымско-татарском языке. Но он настаивает, что они не цыгане, а это переселенцы из Османской Турции, в том числе из района Карамана, которые в Крым прибывали на кораблях и поселялись в Карасу-базаре как крупном торговом центре. Но если это так, то и название туркмен объяснимо, потому что в Турции до сих пор есть категория населения, которая называет себя туркменами. И род их занятий объясним, потому что они занимались преимущественно выращиванием лошадей
и торговлей лошадьми, включая конское мясо, которое среди определенной части крымских татар было очень популярно и популярно сейчас, изделиями из него, а также занимались извозом. Была категория, которая называлась аюджу, буквально с крымско-татарского это медвежатник, еще давулджи, но это та категория, которая занималась музыкой, развлечением, и мы знаем, что среди крымских татар многие фольклорные музыканты имеют корни Чингине. Не только, конечно, из Чингине крымско-татарские музыканты, но они такую роль как бы существенно сыграли, в том числе с сохранением крымско-татарской народной музыки. И были сепичи, элекчи, демерджи, калайджи. Это ремесленники, то есть те, которые изготавливали седла, шорники, корзины, кузнецы и удильщики. Но, что интересно, цыгане еще со времен Крымского ханства стали преимущественно городским населением, жили оседло, а если и были как бы кочевые, то они были кочевые не так, как вот, традиционно представляют цыгане: табор, небо, костер, там где-то поле. Они просто как ремесленники приходили в какое-то село там или город, совершали работы, которые накопились к этому времени, в том числе там кузнечные работы и так далее, продавали свои изделия, делали ремонт там, чему надо, и передвигались в другое место. Часть цыган жила на южном берегу, но меньшая. Ну, например, такие жили в Василе, в Коктебеле, в Козе. Ну, это там, где я точно знаю, но, может быть, жили в каких-то других горных местностях. Отношения с крымскими татарами были прекрасные. В общем-то, они приняли ислам, многие носили крымско-татарские имена. Вот что об этом пишет исследователь цыган, причем именно крымских цыган, Николай Штимер. Все крымские цыгане исповедуют мусульманскую веру. Многие из них выполняют даже заповеди Корана, не менее строго, чем другие мусульмане. Крымские цыгане живут постоянно среди татарского населения, носят обыкновенно татарские имена, говорят свободно на татарском языке. В отношении одежды цыгане стараются подражать татарам. Мужчины одеваются в халаты, покрывают голову татарской шапкой. Цыганки на голове татарскую шапочку. И дальше. Чингине в качестве ремесленников пользуются среди местного населения большим успехом и влиянием. К ним относятся как к честным труженикам. Некоторые из крымских цыган служат носильщиками на судах, при нагрузке зернового хлеба ведут розничную торговлю. Именно такое проживание на протяжении веков вперемешку с крымскими татарами, влияние ислама и крымско-татарской культуры и языка на Чингине сказалось в некоторых интересных последствиях. Значительная часть их смешалась с крымскими татарами, но по переписи 1926 года в Крыму было там 3076 человек Чингине. И в настоящее время именно эта часть является частью крымско-татарской нации, так же, как люди, вошедшие в нашу нацию из разных других этносов. Но какая-то часть крымских цыган сохранила свою особость. Есть очень интересная книжка исследователя российского Торопова. Она издана в 1993 году в Ивановском университете, но он живет в Иваново. И это не единственная книжка, посвященная крымским цыганам, но именно там он приводит очень любопытные сведения. Он жил в цыганской семье выходцев из Крыма, из Крыма, Чингине, но это было на Кубани, потому что это были годы, когда, в общем-то, не особенно высланным из Крыма позволяли сюда возвращаться. И, кстати говоря, крымские Чингине пережили, и другая часть, которая не стала крымскими татарами, пережили очень серьезные проблемы в ходе нацистской оккупации Крыма. Дело в том, что у нацистов были такие же российские правила в отношении цыган, как и евреев. И их тоже стали брать на учет с намерением расстрелять. И даже какое-то количество их погибло. Вот в том самом рву, где с ними расстреляли большую часть крымчаков. По некоторым данным, около 300 человек. Но в дело вмешались мусульманские комитеты.
Это органы, которые вообще-то были как бы созданы оккупационной администрацией для того, чтобы вести диалог с крымскими татарами, какие-то там дела пытаться проводить через них. Так вот, именно члены мусульманских комитетов заявили нацистам, что это никакие не цыгане, это крымские татары, мусульмане, живущие по нашим обычаям и являющиеся частью крымско-татарского народа, и тем самым спасли их от массового расстрела. Но надо сказать, что я горжусь таким поведением моих соотечественников. Но в 1944 году это сыграло противоположную роль. Когда советские войска вошли в Крым, то практически всех крымских чингене депортировали как крымских татар. Однако, я подчеркиваю, что часть чингене, которая веками жила вместе с крымскими татарами, смешалась с нашим народом, стала его частью, а часть сохранила свою особость. И что интересно, у них есть свое собственное самое название. Они себя называют Крым, Крымы, или еще Крымлы, Дес. То есть Дес – это люди, это как множественное число от Крымлы. То есть название Крымлы, Дес, люди Крымлы. И отчасти они сохранили старые свои названия Крымуря. Но, тем не менее, они все употребляются равнозначно. А вот других цыган, не крымских, они называют лахоя. Это производная от греческого «влахос», жители Валахии. То есть, есть сейчас общероссийские цыганские организации, и Крымы, как, собственно, как бы отдельная такая часть цыган, они там занимают такое особое положение. То есть, все знают, что они Крымы, они знают, что они Крымы, и, общаясь с другими цыганами, входя в их организацию, участвуя в их мероприятиях, тем не менее, сохраняют свою особость. И на самом деле они во многих отношениях, у них иная культура и даже иной язык. По оценкам Торопова, который специально изучал язык крымских цыган, он говорит, что там примерно 36% корней – это корни из крымско-татарского языка, причем из степного ногайского диалекта. Какая-то часть этих цыган жила в районе Джанкоя. И надо сказать, что с мест депортации часть из них какая-то вернулась в Крым. Они до сих пор живут в Крыму. Они проводят свадьбы. Это можно найти в интернете, их свадьбы, их празднества. Они такие же мусульмане. Расселены они сейчас по всему Крыму, в том числе и в Симферополе такие есть. У меня есть несколько друзей крымских татар по происхождению чингене, которые себя считают крымскими татарами, но я точно так же знаю людей, которые себя считают крымами. Вот. И Крымы в своей культуре в многом поддерживают традиционную крымскую, крымско-татарскую культуру. Как-то мне пришлось быть в начале 90-х в Исмаилбее, в Кизлеве, и во многих домах там убранство, дизайн, посуда, подушки, то, что можно назвать мебелью, то есть не мебель, а именно кона, там мендеры, на которых сидят на полу и так далее, они лучше сохранились, чем у многих крымских татар. Отношения традиционно между нами были очень хорошие. Те чингене, которые стали крымскими татарами, это достойная часть нашего народа. Многие из них известны среди крымских татар. Среди них есть и музыканты, и ювелиры, и артисты. И отношение к ним очень благожелательное, уважительное, и это взаимно. Но а Крымы, те, кто смогли, вернулись в Крым и живут как отдельная община и тоже проводят свои праздники, на которых, кстати, охотно танцуют хайтарму, поют крымско-татарские песни, но одеваются в традиционной цыганской манере, там, где это возможно. Больше женщины, конечно, чем мужчины, так как все мы так делаем сейчас. И после этого они были рассеяны по всему Советскому Союзу. Часть их живет на Кубани, но это еще со времен Крымского ханства. Есть те, которые переселились в Грузию, есть, которые живут в Волгограде, в Москве, в Нижнем Новгороде, вплоть до Владивостока. Этот народ рассеян. Сколько их в настоящее время крымов именно живет в Крыму, сказать трудно. По данным последней переписи, в Крыму проживало около 2000 цыган. Кто из них Крымы, а кто из них Лахоя, мне сейчас сказать трудно, невозможно.
Но, тем не менее, это тоже тот этнос, который повлиял на становление крымско-татарской нации, нашей культуры, нашей истории, нашей музыки, наших обычаев, в то же время обменявшись этими всеми достижениями с нами и приняв значительную часть к себе их. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете, как формировались понятия «народ» и «нация», в чем их отличия, а также какую роль играет национальное самосознание и другие ключевые факторы в становлении наций.